Одолжил у пенсионерки гвоздодер и им же ее убил. В Казани будут судить 60-летнего мужчину. Как считает следствие, обвиняемый попросил у своей соседки инструмент. Желаемое он получил, но этого ему показалось мало, и тогда предполагаемый злоумышленник захотел денег в долг. Услышав отказ, пришел в ярость. История кровавой бойни в репортаже Айрата Назипова. За что? За то, что на тебя поил, денег не давал. За что? Соседи убитой 74-летней женщины до сих пор не могут поверить в произошедшее. Они не понимают, как мужчина мог напасть на пожилую соседку. Это при том, что пенсионерка постоянно ему помогала и не имела ни с кем конфликтов. Да вообще она золотая женщина была. Я не могу даже вам сказать. Она его поила, кормила, есть ему давала. Он ей как 1002 денег, только доллары. Как считает следствие, в тот день, 2 декабря прошлого года, 60-летний мужчина вновь обратился к своей старой знакомой. Он поругался с сыном и не мог попасть в квартиру, а потому просил у соседки гвоздодер. Получив желаемое, он попытал счастье еще раз и на этот раз хотел взять у нее в долг 200 рублей, но получил отказ. Услышав отказ, мужчина разозлился. Он начал бить пожилую женщину гвоздодером по голове. После избиения пенсионерки он отобрал у нее сотовый телефон и сдал его в ближайший ломбард. Выручка составила 500 рублей. Выходя из квартиры, он забрал с собой ключи и запер дверь. В тот день женщина ждала подругу. Именно она впоследствии и подняла тревогу. На сотовый звонит, не берет, на домашний звонит. Как она же говорит, знает, что я должна прийти. Ну вот потом Маришке позвонили, вот дочке-то. Марина что-то говорит, мама не отвечает. Я говорю, жду, она это сам. Ну и теперь это. Марина прибежала, вот увидела, что она лежит уже вся в крови. Женщину госпитализировали. Спустя 1,5 месяца она скончалась в больнице. Предполагаемого злоумышленника задержали еще в день нападения. Деньги он потратил на спиртное. При этом причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В суде мужчина будет отвечать по статьям убийства и разбой. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.